Успех точно никуда сегодня не денется. Не только сегодня, и вообще каждый день успех будет с вами. Ну и, кстати, одно из главных условий – это зарядить себя на позитив и бодрость разными способами, в том числе хорошим, вкусным и полезным завтраком. Как плавно, да, я так подвожу? Конечно, мы желаем приятного аппетита, если как раз сейчас вы завтракаете. Пусть вам будет вкусно и сытно. А мы же телепортируемся на Кипр, чтобы узнать, какими продуктами питания отдают предпочтение там. И приветствуем вас, ну, конечно, по-кипрёцки, точнее, по-гречески. Калимера! Да, это доброе утро означает. Ну что же, Кипр третий по площади и третий по населению остров в Средиземном море. Это остров с древнейшей историей. Его цивилизация одна из старейших на планете. И здесь найдено самое раннее поселение оседлого человека, а город Ларнака входит в двадцатку самых древних городов на нашей планете. Столица республики Кипр – город Никосия. На Кипре уже в третьем тысячелетии до нашей эры существовали медные рудники и производилась медь. Именно отсюда мигрирующие через остров потоки людей распространили эту технологию по всему остальному миру. Недаром именно от названия острова Кипр произошло латинское название меди – купрум. Правда, есть еще одна версия происхождения названия от слова кипарис – дерево в изобилии, растущего на острове. Ну что ж, с географией закончили, а теперь поедим. Давай. Кухня Кипра сама по себе является яркой достопримечательностью острова. В течение долгой истории завоеваний, освобождений, колонизации, переселения она, как настоящий гурман, выбирала все самое лучшее из кухонь Греции, Турции, Италии, Сирии и Англии. Все, что рядом. Острые приправы на Кипре используются реже, чем в Турции, зато популярны мята, кардамон, руккола, эстрагон и другие пряности и травы, пришедшие сюда из Италии, как вы уже догадались. Англичане, в свою очередь, привили на острове пристрастие к карри и имбирю. Остров славится вкусными апельсинами и грейпфрутами, а неподалеку от Пафоса есть даже банановые плантации. В горах Троодос и других частях острова можно встретить грушевые, ореховые и оливковые деревья. А вот завтракать на Кипре начинают в 7 утра, то есть вот еще не начали. Строго по Еще режиму. только, да, собираются. Все впереди. Завтрак состоит из такого набора продуктов, как оливки, кипрский йогурт, на греческий очень похож, хлеб, нарезка из копченого мяса, свежие фрукты и овощи, виноград, мед, травы, кипрские засахаренные фрукты, сироп из плодов рожкового дерева. Обязательно нужно отведать на завтрак и овечий сыр, халуми. Обычно его жарят на оливковом масле до золотистой корочки и подают горячим. Местные жители любят его добавлять в другие блюда или обжаривать на гриле. Этот сыр относят к твердым сортам, но он не похож на своих собратьев. Слегка подернутый хрустящей корочкой снаружи и мягкий внутри. Халуми, он бесподобен. Ну как ты прям посмаковала это. Я прям потянула уже мысленно, так сказать, вот эту вот, знаешь, традиционную ниточку от такого сыра, такой консистенции. Кстати, в Беларуси тоже появился у нас белорусский сыр, который тоже можно жарить. Он запекается, то есть получается корочка, а внутри он мягонький и тянется. Это тоже очень вкусно. Попробуйте, как говорится, почувствуйте себя как будто бы на Кипре. А вот в меню ресторанов Кипра можно встретить такие виды завтраков, как континентальный, английский и кипрский. И, между прочим, все вот эти вот три варианта между собой почти не отличаются. Состоят из жареных яиц и бекона, сосиски на гриле, красной фасоли, печеных помидоров и грибов, тостов с джемом и маслом. Такой классический вариант завтрака. Ну, наши люди, конечно же, спросят, а запивать-то чем? Наши же без напитков не обходится ни одна трапеза. Так вот, что касается напитков на завтрак, конечно же, это ароматный кипрский кофе, приготовленный из мелкоизмельченных кофейных зерен в специальной кофеварке с длинной ручкой, которая на Кипре называется брики. На острове предложить чашечку кипрского кофе – это такой своеобразный приветственный ритуал, чтобы выглядеть вежливым и дружелюбным. Ну и рецепт раскроем, да, этого кофе. Кипрский кофе готовят из одной полной чайной ложки кофе мелкого помола на одну крошечную кофейную чашечку с водой. Желаемое количество сахара добавляется в зависимости от того, насколько сладким будет ваш кофе. Ну, как вам комфортнее, как вам удобнее, как вам больше нравится. Кстати, несмотря на то, что на Кипре развито виноделие, большинство киприотов очень так вот прохладно относятся к алкоголю и предпочитают все-таки безалкогольные напитки.